Здравствуйте, уважаемые гости. У нас сегодня присутствуют очень замечательные эксперты. Гульнас Исаева, заведующая отделом Госкомиссии по делам религий при правительстве Кыргызской Республики, и Эмиль Насреддинов, доцент факультета антропологии АУЦА. Сегодняшняя наша тема – исламофобия, ее природа, ее причины и последствия. Ну, уважаемые наши спикеры, согласитесь, процессы происходят достаточно неоднозначные, да? Разобраться тоже очень трудно. Порой возникает ощущение, что исламофобия оправдана. Ну, примеры можно приводить различные, например. Да? Это даже начиная от бытового неприятия внешнего вида некоторой части верующих. Это может быть вот эти слишком громкие азаны с минаретов, особенно в ночное время. Особенно такие, знаете, затянутые, слишком продолжительные, ну, которые действительно создают неудобства горожанам, ну, скажем так, определенной, да, части горожан. Мы все понимаем, что мы должны быть предельно корректными, да, в своих оценках, выражениях, когда говорим о такой очень чувствительной теме, как отношение к религии. Но в последнее время журналисты, благодаря журналистам, через их новости, сообщения мы узнаем и о других, более таких, знаете, ну, если даже не тревожных, то вынуждающих задуматься, да, событиях. Ну, например, вот последний Новый год, по-моему, был первым Новым годом, если не ошибаюсь, когда в 2 райцентрах Кыргызстана под давлением местных жителей, местного духовенства не были установлены елки, традиционные елки новогодние, получается, перед фасадом районных госадминистраций. Это нынешний праздник Ноуруза, по-моему, тоже был первым, когда вот лично я в социальных сетях увидел сообщение одного пользователя, который говорил, что вот в их селе не варили сюмелек. Традиционное вот это угощение во время Ноуруза, да, это тоже как бы часть нашей культуры, это часть нашей традиции. Опять-таки, под предлогом того, что это противоречит канонам ислама. И вот к чему относиться серьезно, да? С чем нужно действительно бороться, да? А что мы как бы сами себе понапридумали? Вот давайте сегодня попытаемся разобраться вот в этой теме исламофобии. Ну и Гульнас, первый давайте вам предоставим слово, пожалуйста. Спасибо, Азамат, такой, скажем, вводную такую вот часть. На самом деле вы правильно заметили аспекты, да, которые имеются в данном вопросе. Но вот, конечно, когда мы говорим об исламофобии, я хотела бы сказать, что для Кыргызстана, да, в чистом виде такой вот прям исламофобии, наверное, как таковое имеется, ну, скажем, как на Западе, такого нет, да, но в то же время мы должны сказать, да, есть некая, скажем, такая вот неприязнь мусульманства, да, неприязнь, вот, скажем, как вы отметили, внешнего вида, да, неприязнь, допустим,
атрибутов, страх, что же будет дальше, да, если, допустим, наша молодежь вовлекается в какие-то деструктивные, в радикальные течения, экстремистские, что будет с будущим Кыргызстана, да, когда на самом деле где-то не только, как вы отметили, традиции, но и иногда законы, скажем, не работают, да, и это на самом деле где-то аргументируется или же оправдывается, скажем, религиозными канонами. Ну вот, скажем, последние, я не говорю о том, что это вот именно в привязке к исламу, но когда с уст религиозных лидеров говорят об, скажем, узаконении многоженства, да, то есть вот такие вещи, безусловно, вызывают определенный страх по отношению к религии. Ну а с другой стороны, хотела бы сказать, что это вот как бы наследие, да, советского периода, когда вот есть такой среди экспертов применяется термин советский, да, радикализм или же светский, который перешел, который просто-напросто к этому общество тоже должно привыкнуть. Воинствующий атеизм, да? Да, да, то есть на самом деле мы должны к этому относиться, принимать это, что рост религиозности есть, да, мы, наше общество, что бы мы ни говорили, более половины населения, ну где-то вот, не могу сказать более половины, но если которые считают себя, да, в районе 90%, то практикующие уже, ну, наверное, 30-40% есть, да, практикующие мусульмане. То есть это говорит о том, что наше общество меняется к этому, и общество тоже должно относиться с пониманием. Но все-таки вот в обществе живет вот эта вот неприязнь, вот так должно быть, так не должно быть, да, то есть оценивание. Роль государства вот в данном случае, конечно, это больше информированности. Порой вот эта боязнь возникает из-за того, что просто общество не совсем хорошо знает, их пугает эта, скажем, религия, да? И, возможно, где-то сами религиозные лидеры должны быть очень осторожны и аккуратны, да, чтобы нанести вред исламу, что иначе зачастую происходит, да? То есть они должны быть аккуратны в своих выступлениях, даже, скажем, к своему внешнему виду, да, дабы не нанести вред. Но этим иногда, скажем, особенно молодежь, наверное, это тоже, вот как бы, скажем, особенность молодежи как-то себя выразить. Возможно, вот когда вы видите там молодые люди, не только мы говорим о бороде, это когда и длинные волосы, и борода, и совсем такой нетрадиционный вид, на самом деле вызывает определенное такое вот шокирующее представление. Да? И в этом плане, конечно, должно быть информированность, повышение вообще осведомленности среди целого общества, так и самих религиозных лидеров. Да? Религиозные лидеры должны быть более толерантны, более терпимы, потому что они несут религию в народ, и они должны быть вдвойне, наверное, более уступчивы. Ну, и бывает порой, что и религиозные лидеры вот очень настойчиво, как вы правильно отметили, да, когда запрещают, нет, вот так не делайте, это так делайте. То есть это уже вызывает, скажем, когда что-то запрещают, что-то, вот, скажем, принуждают. Естественно, обратный эффект имеет место быть. Да? Вот как эффект пружины, когда даешь, он выстрелит. Поэтому здесь то же самое, когда, допустим, назидание, постоянно этого нельзя, вот таким агрессивным, таким нетерпимым отношением, соответственно, конечно, это обратный эффект, это вот прям на самом деле невосприятие и боязнь, да, того, что же это может быть. Это вопрос уже, наверное, личной комфортности каждого человека, даже можно сказать, насколько он будет жить в таком обществе, где будет вот такая вот существовать такой вот контент, допустим, агрессивности и ненависти. Ну, я могла бы привести, что вот, что порождает. Конечно, вот это все причины, да, но здесь, безусловно, для Кыргызстана имеет и фактор, это внешний фактор. Да, и, допустим, российская СМИ, которые очень, скажем, наши граждане смотрят, слышат, читают, и где вот последние, помните, вот взрыв в Питере, когда вот уроженец Кыргызстана, вот это все связывает с исламом. Вот сейчас стали только не применять как исламский радикализм, да, религиозный, скажем, экстремизм. Это все ведь было в СМИ, да, вот контент СМИ содержал вот такие прям привязки. Язык вражды, язык ненависти. И он на самом деле еще больше усугублял, конечно, исламофобию. Да, и вот
возглавляет институт, по-моему, они называются, Инга Сикорская, да, который в этом 2016 году они провели исследование, и оказалось, что вот именно антиисламская риторика в более 30% содержится это в газете, в онлайн, где более 30% в онлайн-изданиях, и где-то, скажем, 30% это в социальных сетях, и всего 5% это на телевидении. То есть это опять-таки культура поведения, наверное, да, самих граждан, культура поведения, скажем, журналистов, да, это вот кодекс, наверное, как называется, этики журналистов, да, то есть это, мне кажется, к этому мы придем и должны приходить, чтобы какие-то такие правила должны быть, чтобы это все ответственность журналиста, когда он освещает, когда он, допустим, выкладывает без комментариев какие-то информации, потому что этим должны понимать, что они формируют общественное мнение, и это общественное мнение может сильно повредить и привести к каким-то конфликтным ситуациям. А если взять, конечно, со стороны нормативно-правовых основ, безусловно, ни Конституция, ни другие законы, которые именно, скажем, регулируют вопросы свободы вероисповедания, запрещают пропаганду ненависти и превосходства, и вообще все эти действия, которые могут привести к разжиганию. Да, и за это даже есть, скажем, предусмотрена ответственность. Но есть у нас, конечно, и вот именно особенно в социальных сетях. Сейчас даже есть целые группы в социальных сетях, которые вот прям очень много выкладывают такой вот негативной информации для того, чтобы вот больше побудить, скажем, исламофобию в нашем обществе. Спасибо большое. Эмиль, вы очень известный исследователь религии, да, у вас есть работы по данной теме, вы как бы глубоко это все изучали. Вот такой вопрос, вот вообще есть ли какие-то способы примирения позиций вот двух сторон? И как вообще мы можем добиться такого мирного, гармоничного сосуществования, да, наших верующих сограждан, да, и той части, которая там либо не верит, либо они атеисты, либо они там представители других конфессий. Пожалуйста. Спасибо большое, Азамат. Ну, если разрешите, я приду к этому как бы к ответу на ваш вопрос через небольшую дискуссию. Да? То есть я вообще в целом хотел бы посмотреть на истоки, да, тоже исламофобии у нас в стране. И я помню, вот несколько лет назад меня попросили написать работу про то, как различные поколения воспринимают религию. Да? И вот в то время у меня была еще очень такая талантливая студентка, Нуриса Турдиева, и она писала тоже дипломную работу на похожую тему. И мы как бы вот через исследования ее и мои собственные какие-то анализы и дискурсы пришли к мнению, что все-таки существует какая-то разница восприятия ислама различными поколениями. Да? Вот, если сегодня посмотреть как бы на ту группу людей, которые ходят в мечети, и не только в мечети, а также в церкви, да, можно выделить очень большую разницу в том, что есть очень много очень старых людей, да, и очень много молодежи. И отсутствует именно вот такое вот какое-то вот среднее поколение, ну, уже в более таком преклонном возрасте. И в нашем анализе мы выделили вот как вот несколько поколений. Первое — это вот раннее советское поколение, да, вот те наши, вот мои, скажем, дедушки с бабушкой, да, которые выросли в среде, которая была еще довольно мусульманской, исламской. Вот мой дедушка, например, он ходил в медресе, изучал Коран, да, и то есть у него была заложена какая-то религиозная база изначально в детстве еще, но впоследствии, как бы в советское время, после того, как на ислам начались гонения, да, он вынужден был как-то это, я вот даже не знаю, либо прятать, либо отказаться в какой-то степени. И вот именно вот это поколение было одно из самых первых, которые после того, как Советский Союз развалился и появилась свобода вероисповедания, вернулись к исламской практике, да. Вот. А следующее поколение — это поколение моих родителей. Это люди, которые выросли уже в советской среде, да, и с детства как бы были да, вот, подвержены вот такой сильной антирелигиозной, антиисламской пропаганде.
И получается, что в них с детства уже была заложена вот такая вот атеистическая основа, и они повзрослели, и, в принципе, уже были в своих 40-х, 50-х годах, когда Советский Союз развалился. Да? И, соответственно, для них, то есть вот эта религиозная свобода, она особенно ничего не принесла, да? Потому что для них не было к чему возвращаться. Да? То есть, и в какой-то степени наоборот, то есть религия, обратиться к религии было, ну вот, говоря уличным языком, западло. Да? То есть, как бы, то есть все детство, они считали, всю свою жизнь они считали это предрассудком, и для них вот вернуться к религии было сложно. И самое интересное то, что именно эти люди сегодня находятся у власти. Да? И вот в этом, и вот это вот тоже влияет на то, как формируется дискурс. Да? Вот это вот советское поколение, которое сегодня представляет самые такие верхние эшелоны власти в Кыргызстане, они вот имеют такой вот советский, как бы, ну не все, как бы, да? Многие все-таки изменились, но в большей степени вот это вот их воспитание в какой-то степени дает себя знать. А следующий тип поколения, это вот поколение, мое поколение, моих ровесников, это люди, которые выросли в советское время, да, но были довольно молодыми, когда Советский Союз развалился. Вот. И я помню, что вот у меня до сих пор очень четко запечатлелся вот этот образ. Мне было всего лет 5, да, когда я только научился читать по слогам. И я помню, я очень четко вот этот образ сидит у меня. Мама пришла забирать меня из садика. Я сижу, завязываю сандалии свои, да, и вот в садике на стене висит большой такой плакат. И там красными или вот желтыми буквами на красном фоне написано, и я читаю: «Мы атеисты», да, в садике. Вот. И я спрашиваю маму: а что такое атеисты? Да? И она говорит: мы не верим в Бога. Да? Вот. И вот мое поколение, это было как раз, оно пришло к религии немножко как бы таким детуром, да? Потому что в 90-е годы именно вот молодежь, да, оно прошло через все сложности, связанные с наркотиками, алкоголем, преступностью и так далее. И вот для многих, из кого я знаю, вот из этого поколения, религия — это был как бы путь выхода из всех вот этих сложностей. Да? Вот. И новое поколение, да, это вот поколение, которые уже не были подвержены вот этой антирелигиозной пропаганде, да, которые выросли в 90-е и в 2000-е, и для кого религия всегда была выбором. Да? То есть на рынке, на очень большом таком рынке идентичности, который мы получаем в результате глобализации. Да? То есть ислам сегодня это не это как бы не норма, это один из очень большого количества, одно из очень большого количества выборов в плане идентичности. Да? Сегодня большое влияние западной культуры, восточноазиатской культуры, японской, корейской и так далее. И кто-то выбирает такую дорогу, кто-то выбирает такую дорогу. И вот до последнего времени я был убежден, что именно для молодежи вот этот выбор, они воспринимают выбор своих сверстников действительно как выбор. Да? И для них нет проблем в том, что, допустим, кто-то из их друзей читает намаз, а кто-то, допустим, увлекается американской культурой. Да? И часто можно было видеть как бы девушку в хиджабе, которая шла за руку с девушкой в мини-юбке, да? И у них абсолютно не было никаких проблем. Но вот в последние годы, вот, может быть, последний год-два особенно, вот это моя как бы такая радужная немножко перспектива на молодое поколение, она чуть-чуть меняется. И я замечаю, что все больше и больше идет поляризация именно среди молодежи. То есть советское поколение, как бы понятно, да, там есть фактор, который обуславливает это. Но вот среди молодежи сегодня можно наблюдать, что вот эта поляризация, она становится все сильнее и сильнее. И здесь вот если говорить о молодежи, я вот как бы выделил бы две основные группы в плане отношения к религии, вот негативного отношения к религии. Первая группа — это тенгрианцы. Да? То есть это молодежь, которые, и чуть старшее поколение, которые находятся в поисках такой национальной идентичности. И так как ислам, он универсален, как бы, да, и он признает разницу в этнических группах, национальностях и так далее, но тем не менее он как бы принижает ее значимость по сравнению с религиозной идентичностью. А в связи с этим ислам, он в какой-то степени, именно этой группой, он видится как
враг в какой-то степени, да, и препятствие. И вот тенгрианцы, они призывают к доисламским истокам, да, к возвращению к истинным, скажем так, таким кыргызским ценностям и видениям. И вот эти тренды, они тенгрианские, такие антиисламофобские, они были популярны вот, 2-3 года назад, да, вот с Кыркчоро, у нас Калыс, вот эти группы. Вот в то время вот эта антиисламская риторика, она в основном доминировала вот в этой группе молодежи. Да. Вот. Вторая группа — это так называемые прогрессивисты. Да. Это вот молодежь, которая ориентирована на Запад, модернисты, да, западники, либералы. И вот я бы там выделил два основных дискурса. Первый — это такой атеистический, да, потому что многие из них действительно атеисты. Да, и вот основной, как бы, первый такой исламофобский дискурс, он идет нацелен против, в защиту светскости. Да? То есть вот когда выступали, да, были предложения о том, чтобы увеличить время дневного обеда в пятницу, да, с 1 часа до 2 часов. Да? Перенос выходного дня вообще даже. Перенос выходного дня, да. То вот именно вот эта группа, она выступала вот против, да, потому что это против светскости, у нас светская конституция и так далее. Вторая группа — это группа с такой сильной феминистской позицией, да, которая вот очень сильно себя проявила как раз-таки вот при последних, да, высказываниях, после того, как Чувак Аджи и Озубек Аджи, они выступили вот с предложением легализовать многоженство. И вот эта вот группа, как раз это та группа, которая видит ислам и позицию женщин в исламе как дискриминированную и так далее. Ну, об этом можно спорить, да? Я лично считаю, что такой взгляд на вещи, он чуть-чуть, намного, слишком упрощенный, да? И как бы не видит всех нюансов вот ситуации. Ну и плюс еще вот это не исследование, но я вот просто для интереса делал небольшую статистику, да, вот по таким вот, да, вот по исламофобским каким-то дискурсам, когда, и посчитал, что в одном из, из таких постов на Фейсбуке просто посчитал количество людей, которые выступали, допустим, за мечеть, да, и против вот строительства мечети. Да. И получилось, что чуть ли до 90% людей, тех, которые выступали против, во-первых, это были люди европейской национальности, да, и также чуть ли не 95%, да, это были женщины. Да? То есть, ну, опять же, это не такое серьезное как бы статистическое исследование, но просто наблюдение. Да? То есть есть такие факторы тоже, которые влияют на восприятие религии. Ну вот и что можно сказать? Да? Я вот полностью согласен с Гульназди о том, что исламофобия — это, во-первых, это феномен, который присутствует в социальных медиа. Да? Facebook, Одноклассники и так далее. И это городской феномен. Это сугубо городской феномен. Вы не встретите много исламофобии в Аилах. Почему? Потому что люди в Аилах общаются вживую. Да? И когда люди общаются вживую, да, существует очень много других каналов как бы, и связей, которые объединяют их, да, нежели кроме религии. Вот у Дэвида Монтгомери есть очень интересная статья, где он описывает 3 основные группы мусульман. Это вот радикалы, потом современные мусульмане и традиционщики. Да? И вот как бы, хотя они себя позиционируют именно так, вот, в определенных нишах, и люди также воспринимают их как вот, принадлежащим определенным группам, тем не менее он говорит о том, что существует вот в их ежедневной жизни, они пересекаются так часто на тоях, на свадьбах, по бизнесу каким-то, да, что вот эти границы, которые их разделяют, они сильно стираются, они вообще не имеют большой роли. Да? И люди спокойно как бы общаются и так далее. И поэтому именно вот, где происходит исламофобия, это происходит в городе и в основном в социальных сетях, где происходит 2 момента. Первый — это вот деперсонализация происходит. Да? Человек уже не видит другого человека, он его, может быть, никогда и не встречал даже, да? Но он его начинает воспринимать не как живого человека с реальными какими-то интересами и так далее, а как образ какой-то, да, который олицетворяет определенную позицию по отношению к религии или к светскости. Да? И, соответственно, он позиционирует себя по ту или другую сторону вот этого дискурса. И, соответственно, происходит разделение вот этого общества. Также очень большую роль вот, в социальных сетях играют тролли.
Да? Вот это тоже очень интересный феномен. Я сам как бы недавно столкнулся, и был такой очень интересный опыт. Человек сидит где-то в России, в Перми, да? Непонятно, кто он, мужчина или женщина, нет ни одной фотографии, не определяется как бы по этничности, и ну, имя кыргызское, и вот очень так жестко, очень грубыми словами, там, и вот прямо видно, что вот, использует стратегию как бы copy-paste, да, там уже заготовки все есть, он просто оттуда раз и вот бомбардирует, да, вот этими вот сильными как бы антиисламскими этими вещами. Вот это тоже играет большую роль. Ну и вот хотя как бы в социальных медиа это все, вот этот весь дискурс и вот эта вражда зарождающаяся, она виртуальна, да, но опасность реальна. Да? То есть, хотя и дискурс виртуальный, но опасность реальная, потому что, по большому счету, это прежде всего ведет к очень сильному расколу в обществе. И когда переходят на личности, когда начинают унижать, оскорблять какие-то важные ценности, да, для той или другой стороны. Да, то есть через отношение к одному человеку формируется отношение к целой группе. Да, да, и формируется очень сильный такой образ врага. Да. И получается вот свой-чужой, да. И есть вот, в западной литературе по радикализации, да, одним из главных факторов, который влияет на радикализацию, особенно молодежи, да, является вот есть такая концепция grievances, да, это обида или вот чувство оскорбленности, унижения, либо личное, либо вот за группу, да, какая-то вот коллективная. И то есть для многих людей, то есть вот эта вот обида, она становится главной причиной радикализации. И поэтому, то есть вот этот виртуальный дискурс, он небезопасен, да, то есть он может привести к чему? К радикализации определенной группы, и он также может привести к тому, что вербовщики, которые вербуют ребят в радикальные группы, могут использовать этот дискурс. Да? Вот они могут сказать, смотрите, как вот, светская группа населения относится к мусульманам, да? Смотрите, как они вас обзывают, смотрите, как они, с какой ненавистью они к вам относятся. Да, да, это враги. Да? Это враги. То есть вот эта исламофобия, она... Да, имеет, да, подпитка вот этой радикализации. И особенно для нашего общества это опасно. Ну вот последний момент я бы хотел сказать, и вот здесь бы как бы вот вернуться к вашему главному вопросу. Есть разница между дискурсом и исламофобией. Лично я не против дискурса, да, нам он нужен, да, потому что мы живем в такое переходное время, когда люди пытаются понять вообще, что такое религия, что такое светскость, как общество должно сосуществовать с религией. И чтобы это понять, нам нужно это обсуждать, нам нужно на эти темы дискутировать. Да? Вот мои коллеги из Казахстана, из Таджикистана говорили, что вот именно из-за того, что у них вот такого дискурса нету, да, вот, общество сильно страдает, да, и то есть очень негативные последствия просто. Но есть тонкая грань между вот этим дискурсом, да, конструктивным дискурсом, да, где обсуждаются какие-то ценности религиозные, да, и их совместимость с светскими принципами, и языком вражды, вот, как вы выразились, да, потому что очень часто, очень быстро вот этот дискурс, он переходит на личности, оскорбления, унижения и так далее. И вот это вот опасно. И поэтому, чтобы вот, как бы ответить на ваш вопрос, в первую очередь, ну, сам дискурс нельзя запрещать, да, то есть говорить на эти темы нужно, но очень важно, чтобы обе стороны, да, и исламская сторона, и как бы светская сторона, они были очень осторожны в своих высказываниях, в языке, который они используют при дискуссии, да, чтобы не получилось вражды, потому что в конечном итоге, как бы это ни крутить, исламофобия — это очень негативный концепт, да, и он осуждается уже много лет, как бы начиная с 70-х годов, вот к нему внимание привлечено. Очень многие как бы аналитики, они приравнивают, проводят параллели между исламофобией и антисемитизмом. Вот ранних, в 30-х и 40-х годов, да, и мы знаем, к чему привел, да, вот антисемитизм, расизм, да, антисемитизм. Вот самая близкая параллель — это вот с антисемитизмом, да, вот,
потому что на тех же основах, как бы, да, отношение к женщинам, отношение к светскости, вот все вот эти же вещи, которые сегодня применяются к мусульманам, в 30-х годах применялись по отношению к евреям, да, и мы знаем, к чему это привело, да, то есть Холокост и геноцид, да, большой, поэтому этого надо избегать. Вот мы очень вовремя заговорили о факторе социальных сетей, тоже в результате моего личного мониторинга всех этих разговоров, а скорее всего даже ожесточенных споров вокруг религии, я заметил вот одну особенность. Чаще всего поводом для ругани становятся посты и фотографии, и коллажи, ну, так условно говоря, неверующих. Когда даются фотографии либо мужчины в арабских одеяниях, или пакистанских, или женщины, как они называют их, завернутая, орангон. И все это подается с точки зрения осуждения, высмеивания. Культивируется такой образ, знаете, превосходства над верующими. Почему? Потому что с точки зрения неверующего человека, а может быть даже и атеиста в ряде случаев, если они себя таковыми считают, все это делается с какими целями? Значит, либо сначала нагрешил, а теперь пытается договориться с Богом, либо из-за отсутствия ума или интеллекта, какой-то ограниченности, да? В общем, там одни такие отрицательные формулировки, и, на мой взгляд, создается, ну, присутствует такая, знаете, усиленное желание создания людей второго сорта. Гульназ, вот по-вашему, во-первых, это так или не так? То есть, как вы считаете, есть ли такое, да, что как бы я замечаю или как я считаю? Во-вторых, если это так, как вообще с этим можно бороться? Потому что вот в одном я не могу поспорить. Противники, убежденные противники, агрессивные противники ислама, чаще всего это действительно люди с высоким положением и образованные. Вы среди них не увидите представителей таких, знаете, вот прям рабочих профессий, да, там, я не знаю, там слесарей, сантехников, да. Это чаще всего это представители так называемой элиты, продвинутые, скажем так, люди, да, продвинутая молодежь или люди среднего возраста. Я сказала бы, что есть и этот контент, и есть другая сторона, когда идет, ну, как бы с точностью наоборот, да. То есть мы можем сказать, что в социальных сетях мы наблюдаем и такие исламофобские, и в то же время такие, да, направленные на... Обязательно, да, следует. Да. Вопрос стоит в том, кто чаще выступает инициатором вот таких разборок в социальных сетях. Ну, вот относительно того, что кто чаще, я затрудняюсь ответить, конечно, но мне кажется, здесь уже вопрос того, что кто это, скажем, является начинателем, да? Ну, это кто на самом деле более агрессивен? Тут, мне кажется, тут равная доля участия, мне кажется, каждого. Но представители, скажем, интеллигенции и элиты есть, я с этим согласна. Но в то же время хотела бы сказать, что на сегодняшний день, вот Эмиль тоже отметил, что мы можем наблюдать, что представители, скажем, политической элиты, когда они очень терпимы или же, скажем, сами религиозны. То есть этот факт есть, и этот фактор тоже есть. И поэтому здесь говорить о том, что только вот, скажем, ну вот очень
есть доля, скажем, те, которые на самом деле не приемлют до сих пор, как бы, да, держат такую вот позицию, но в то же время есть и другая сторона. Но я хотела бы, знаете, о чем сказать? О том, что социальные сети, да, мы говорим о том, что аккуратность нужна, корректность нужно, но в то же время вот было уже отмечено, что, скажем, мы знаем государства, где и этого нет, да, и общество на самом деле вот это вот обсуждение, выпуска, вот, скажем, какого-то своего внутреннего какого-то недогодования или же, скажем, мнения, если такой площадки нет, то это все отражается на том, что переходит такой в реальную жизнь. Возможно, социальные сети где-то играют, вот, скажем, канал для выпуска, вот, скажем, так называемого пара, да, и я помню, что одно время были такие идеи, что, скажем, какие-то запретительные меры, то есть я считаю, что этого, конечно, не должно быть, но это должно быть культура поведения самих граждан, да, и средств массовой информации, которые будут выкладывать эти материалы. Я хотела бы обратить внимание на то, что, и, скажем, лет 10 тому назад вот именно интеллигенция, она была очень такая враждебная. Да? И на таких, скажем, каких-то, скажем, совещаниях, где поднимался именно вопрос религии или же, скажем, религиозных лидеров, была очень такая негативная окраска, да, что во всем виноваты, скажем, имамы, да, вот имамы ведут себя так, поэтому то сейчас, вот последние, скажем, 3 года, вот в рамках сейчас национальной стратегии устойчивого развития, концепции госполитики в религиозной сфере проводится очень много таких вот совместных совещаний с участием представителей госорганов, правоохранительных органов, религиозных организаций, когда люди, вот на самом деле, когда пообщавшись, меняются. Да, и нету вот этого, скажем, барьера, нету вот этого взаимообвинения, да, что эта сторона виновата, нет, другая виновата. То есть вот когда путем обсуждения, путем диалога приходят вот к такому консенсусному пониманию, что да, религия нужна, и во многом она на самом деле сейчас играет важную роль в воспитании общества, подрастающего поколения. Но при этом, конечно, вот, допустим, даже можно сказать, это было какое противостояние, скажем, школьными учителями и, скажем, представителями религиозных организаций. Да? Вот это тоже можно сказать, что и сейчас, и вот в ходе вот последних наших, скажем, выездных совещаний, все это на самом деле, не все сразу понятно, что, да, сразу так, конечно, из-за одного общества мы не могли перейти совершенно такое идеальное. Ну, понемногу, конечно, но процесс идет. И сейчас вы не увидите, скажем, скандалов, связанных, скажем, с ношением головного убора школьниц. Да. Школьные учителя правильно понимают, но в то же время мы и мамам тоже говорим, что это их тоже обязанность говорить о том, что школьные надо уважать авторитет школы, ценность образования, что школьного учителя они должны прежде всего, конечно, прислушиваться и не сбегать, допустим, с школьных уроков. Да? То есть это все как бы взаимосвязано. Вот невозможно только одну категорию взять, скажем, да, общества и только с этим работать. Тут на самом деле задействованы все участники, вот, весь социум. И в этом плане, конечно, ответственность каждого должна быть. Каждого человека, каждого, скажем, молодого гражданина. Я думаю, что в этом плане, если каждый будет ответственен себе за свои, скажем, за свое поведение, то тогда вот таких глобальных каких-то проблем, конечно, не будет. Эмиль, вы очень хорошо знаете, что происходит в мусульманской общине, да? Вот скажите, пожалуйста, а есть ли у них вот тоже понимание как бы несовершенности и неидеальности их самих? Ведется ли там какая-то воспитательная работа, разъяснительная, да, что общество многосоставно, да, оно, скажем так, разно, оно как бы плюралистично, да, потому что очень часто негативное отношение к религии, верующим людям базируется на каком-то выходящем за какие-то рамки поведения некоторых верующих,
которые на себя почему-то вдруг берут такую миссию, знаете ли, там, авторитетов, да, которые там учат всех или там угрожают какими-то загробными карами, и, по сути дела, и сами мало готовы к диалогу. Ведь есть еще одно наблюдение, да, вот с такими людьми очень трудно спорить. У них очень ограниченное количество аргументов, и все они исчерпываются практически отсылками к каким-то непонятным, а самое главное, ничего не значащим для неверующих людей, поскольку у них другая шкала ценностей, да, и ориентиров моральных, нравственных. Ведь таким способом мы вот того самого моста диалога не построим. Вот что как-то вот, скажем так, передовые люди вот в УММе, они вообще озабочены этим, они пытаются что-либо предпринять. Вот богословы наши, я не знаю, да. Имамы. Спасибо большое, Азамат. Вот, очень интересный вопрос. Есть такое понятие, как неофит. Да? Это человек, который только-только вот, стал религиозным, и это не обязательно как бы ислам, это, то есть, может быть, человек стать очень религиозным в христианстве, да, буддизме и так далее, в любой религии. И вот для всех неофитов характерна такая вот радикальность восприятия мира. Да? Они, категоричность, да, вот для всех, я сам через это прошел, да, то есть на своем опыте могу сказать, то есть когда человек начинает как бы, то есть становится религиозным и начинает принимать вот эти, проводить через себя вот эти новые ценности, да, то в его жизни существует очень много острых углов появляется. В отношениях с близкими, в отношениях с сообществом, да, в отношении к своей одежде, там, в отношении к своим каким-то предыдущим практикам, к своему кругу социальному. Но постепенно, да, по мере того, как он сталкивается там, да, вот с трудностями, вот эти углы, они обтираются. Да? И через 2-3 года человек уже становится довольно таким, ну, нормальным, да, скажем так, то есть вот это уже менее категоричным в отношениях с супругой, да, допустим, тоже вот в отношениях с родителями, с соседями и так далее. И вот можно сказать, если вот такую аналогию провести, то можно говорить о исламе в Кыргызстане, и не только исламе, да, вообще в целом религии в нашем кыргызском сообществе, кыргызстанском сообществе тоже как неком таком акторе, да, который прошел через вот этот этап и был в какой-то степени неофитом, это было характерно для начала 90-х годов. Начало и середина 90-х годов. Вот в эти годы реально, то есть когда религия только приходила, многие ребята, которые вот становились религиозными, они были очень, очень категоричными. Да? Обрезали штаны свои, да? Вот, носили пакистанскую одежду длинную, да? Очень переставали слушать музыку, разводились, обрывали связи какие-то с родственниками. Но по мере того, как время проходит, и вот эти углы у сообщества обтираются, да, наше сообщество тоже становится все более и более, все менее и менее категоричным. Опыт накапливается. Да, и у нас есть такие активные группы, которые, вот как даватчики, да, например, которые активно занимаются вот, проповеданием, общаются с людьми и так далее. Да. И вот опять же, если для 90-х годов, для их дискурса была характерна такая категоричность, да, вот, что этот мир, он не стоит и выеденного там, яйца, да, там, и вся жизнь как бы должна, вся цель жизнь должна быть ориентирована на следующей жизни и так далее, то по мере того, как время проходит, опять же, да, вот этот дискурс, он становится намного мягче. И вообще вот в исламской практике есть такое понятие, как призывать людей к хорошему и останавливать их от плохого. Да? И это есть дават. Да? То есть призывать людей к религии и останавливать их от совершения каких-то неблагостойных дел. И можно наблюдать, что по мере того, как сообщество растет, если, скажем, для 90-х, особенно когда было очень много алкоголя, наркотиков, криминала, да, фокус был больше на останавливать людей от плохого,
Да? Сейчас, по мере того, как вот эти проблемы, они постепенно как бы исчезают, да, все больше идет фокус на призывание людей к хорошему. Да? И можно наблюдать, как и те же давачики, и имамы, да, они говорят о том, что надо меньше пугать людей религией, да? Надо меньше пугать людей огнем ада, да, джаханама, а больше говорить о ценностях, о пользе религии, да, и мягче общаться как бы с соседями. Вот этот дискурс, он присутствует. И на своей практике я тоже наблюдаю, что на сегодняшний день у людей опять же, у практикующих мусульман, которые общаются как бы со светской частью населения и пытаются как-то пропагандировать или призывать к религии, формируется уже такой намного более мягкий подход. Да? И можно также наблюдать то, как, например, реагировал муфтият. Да? Опять же, вот в прошлом много критиковали муфтият и мусульман за ношение пакистанской одежды. Да? Они очень адекватно среагировали, да? То есть предложив такой альтернативный вариант, который менее... то есть и рубашка там покороче, и какие-то кыргызские орнаменты появились. Сейчас все представители муфтията одевают колпак, а не тюбетейки, да. То есть это вот как раз-таки, то есть попытка, да, адаптироваться к местному контексту. Самое главное, ничего страшного от этого не происходит. Абсолютно, абсолютно, да, это все нормально происходит. То есть, по-моему, вот, да, это все естественно, это социология, это адаптация религии к обществу, к религии. Этого невозможно избежать, это очень вполне естественный, нормальный процесс. Конечно, пожалуйста. Я вот хотела бы продолжить то, что говорит Эмиль. На самом деле, я хотела бы сказать, что у некоторых религиозных лидеров есть вот, скажем, такой вот высокомерие, да, вот такое, что вот я там постиг, а вы все, скажем, должны следовать моим, скажем, что я скажу, да, истине. То есть я хотела бы сказать, что религиозные лидеры, конечно, должны быть более мудрее, более проще, более вот именно относиться очень с таким вот, как, скажем, с детьми, да, с гражданами, понимать их, а не становиться, скажем, я не знаю, там, учителями, которые будут порицать за каждое, скажем, такое неправильное поведение. В этом плане этот факт, вы правильно заметили, есть. Да? И в этом направлении нашим религиозным лидерам, некоторым, надо менять вообще как бы вот стиль общения с обществом, чтобы общество, чтобы лишний раз не побуждать на самом деле исламофобию. Ну, я думаю, никто не будет спорить с тем, что Кыргызстан должен оставаться светской демократической страной, но с полной свободой вероисповедания. Никто не будет спорить с тем, что, скажем так, здесь должны себя свободно чувствовать представители, в том числе и нетрадиционных религий, если только они не запрещены, не внесены в список сектантских, экстремистских. Но и вот в этом плане есть, вот, наверное, в принципе, мы очень хорошо сейчас пообсуждали тему, практически на все важные самые вопросы уже поговорили, но остался один. Ислам уже в геополитическом разрезе сейчас очень динамично развивающаяся религия, настолько динамична, что случаются даже какие-то крайние проявления, да, вот, в виде того, что сейчас происходит там, в Сирии, в Ираке. Ну, в Афганистане это уже еще давно уже началось. Мы это также можем утверждать на примере вот этого последнего, вот этого крупного конфликта регионального, да, в который оказались втянуты почти все арабские страны из-за вот каких-то взаимных претензий, там, да, вот Катар, да, и все остальные там 6-7 стран, которые
как бы друг другу объявили дипломатическую какую-то войну. Вот в этом смысле этот вопрос вам обоим. У нас к вам, как представителю государства, да, по делам религии, Эмиль, а вам в двух ипостасях, да, с одной стороны и как ученому, исследователю, светскому причем, да, и как человеку верующему. Можем ли мы, причем под словом «мы» я имею в виду как и атеистов, кем я себя причисляю, представителей других конфессий, так и мусульман, вот, что не грозит ли нам какая-то кардинальная переоценка ценностей, вот это невидимое вот, изменение самого ислама, да, который там, незаметно для нас в один день там, перерастет там, в политический ислам, да, вообще поменяет повестку дня, начнет претендовать на уже политическое участие, да, на представленность в парламенте, да, на возможность выдвигать там своих представителей кандидатами в президенты, причем именно под религиозной, скажем так, основой. Вот, хотелось бы услышать ваши вот, оценки и прогнозы вот, по этому вопросу. Ульнас, да? Опять согласна. Хорошо. Здесь я хочу сказать, что то, что вы отметили в геополитическом плане, то, что происходит на Ближнем Востоке, когда ислам становится инструментом политики. Да, когда ислам становится инструментом политики, на самом деле мы видим, каким конфликтом, каким последствиям это приводит. Кыргызстан – светское государство, и скажем, в 2014 году, когда происходило заседание Совета обороны, государство на самом деле политическое руководство поставило вопрос о том, что нет, государство и религия дистанцироваться друг от друга не могут, да, вот как-то вот взаимоудаленно существовать, взаимодействовать. То есть вообще как таковой нет понятия взаимодействия. То есть нужно очертить некие рамки, где на самом деле государство, политическая власть, государственная власть будет взаимодействовать. Да, это очень много сфер. Это образование, это социальные сферы, это, скажем, экономика, в конце концов. Но политика — это должно оставаться таким вот полем, где религии не должно быть. Да? И в этом плане у нас в концепции заложено это направление о том, что да, государство будет взаимодействовать с религией, с религиозными организациями. И что и происходит на сегодняшний день. Да? А то, что возможно, если бы не, скажем, приняли бы вовремя такие вот меры и шаги, где-то вот то, что вы говорите, скажем, вот этот ресурс, возможно, вышел бы, скажем, в сфере политики. Но, тем не менее, какие-то аспекты, скажем, какие-то попытки есть, мы можем это наблюдать, и более того, эксперты тоже об этом, есть разные варианты, когда, скажем, положительно это оценивают, некоторые, скажем, отрицательно это оценивают. Но, несмотря на это, мы должны понимать, что мы полиэтническое, поликонфессиональное государство, да, и светскость нам дает сохранить вот именно независимость политической власти ко всем конфессиям. В этом должно заинтересовано все общество. Да, и если, скажем, вот то, что вы говорите, где-то одна религия будет иметь более, скажем, превосходство, это уже, хотим мы этого, не хотим, может создать дисбаланс вообще в взаимоотношениях. Поэтому светскость, конечно, мы должны сохранить, и это мы должны понимать, скажем, все, и особенно, конечно, мусульманское сообщество, которое должно, прежде всего, быть ответственным за то, чтобы государство сохранить в стабильности, гармонии. Да, и вот последний, скажем, почему, я вот хотела еще, когда мы говорили о том, что вот почему уровень агрессии, да, у нашем обществе очень такое высокое. Не только ведь по отношению к религии, по отношению ко всем другим даже, скажем, аспектам социальной жизни. Да, лет, скажем, 10 назад никогда я сама не встречала, чтобы, скажем, наши просто рядовые граждане срывали погоны у милиционеров.
патрульных. То есть настолько вот общество становится. Но я думаю, что это вот как бы последствия событий 5-го года, да, 10-го года. То есть к этому ко всему тоже нам должно, скажем, может быть, пройти время для того, чтобы общество стабилизировалось и гармонизировалось. Да, уровень воспитания. Ну, опять-таки, здесь вопрос очень такой комплексный, да, что молодежь, вот это вот сейчас современная молодежь, это молодежь, которая, ну, скажем, не получила воспитание. Большинство родителей находились на заработках, они были на воспитании у своих родственников. То есть если вот копать дальше, да, то мы сейчас будем больше и больше находить, скажем, причины и факторы, почему мы к этому пришли. Да, и сейчас с пониманием того, что, конечно, мы должны быть самокритичны, да, и мы должны говорить все проблемы, которые у нас есть, и пытаться их преодолеть. Конечно, мы не можем сказать, что у нас все хорошо. Понятно, что во всем регионе, да, мы достигли вот какой-то оптимальной своей модели светскости, можем такое сказать, оптимальной такой модели взаимоотношений с религией. Но это, вот, скажем, есть, я не могу сказать идеально, да, есть определенные недостатки, но это все выправить, вот опять-таки можем сказать, что вот социальные сети помогают, да, когда это вот только, наверное, в Кыргызстане, вот посредством социальных сетей что-то, да, мы можем влиять, да, и это происходило не раз, да, что мы не можем сказать в других государствах. Поэтому в этом плане, конечно, вот я, наверное, ответила, да? Да, спасибо большое. Да, я отвечу сначала как антрополог, социолог, да, и позже как верующий человек. Я бы хотел вернуться к тому, как вы начали дискуссию по самому пониманию светскости. Да? А вообще в целом мире существует две концепции светскости. Первая, две модели, да, скажем так, и на двух как бы сторонах экстрима, да, и между ними вот градация, да, целая. С одной стороны, это вот французская модель, в которой государство отделено от религии и в котором государство защищено от религии. Да? А на другом конце англосаксонская модель, где также государство отделено от религии, но в данном случае религия защищена от государства. Да? И это в французской модели, например, запрещается носить хиджаб в каких-то общественных учреждениях, да? Носить хиджаб в школах, да? Представителям общественных, государственных институтов и так далее. А в англосаксонской модели наоборот, да? То есть там идет защита свободы вероисповедания и от вмешательства государства. Вот у нас модель, она такая неопределенная, да? Она как бы, причем то определение светскости, которое у нас есть, оно очень хорошее. Да? Оно мне нравится. Вот очень много умных людей работали над ее разработкой в последние несколько лет. И она такая очень хорошая, но она как бы не дает крен ни в тот, ни в тот угол. Да? Она вот где-то вот посередине как раз. И в этом плане мы очень сильно отличаемся от наших соседей. Узбекистан, Таджикистан, Казахстан в последнее время и Россия, да, они придерживаются именно французской модели, да, то есть где государство защищено от религии. И идет очень сильное давление на все религиозные практики, религиозные движения, религиозные институты, где запрещаются, да, очень многие группы, течения и так далее. Вот в этом плане как бы Кыргызстан, он сильно выделяется. У нас самая либеральная политика по отношению к религии. И сейчас вот если посмотреть как бы на результаты вот этого 25-летнего опыта, мы видим, что та траектория, та дорожка, которую мы выбрали, да, она была намного более продуктивной и конструктивной. У нас не сформировалось ни одного антигосударственного религиозного движения. Да? Вот, например, в Узбекистане у нас есть исламское движение Узбекистан, да, целью которого это является свержение правительства. А в Таджикистане сформировалась вот эта партия исламского возрождения. В Казахстане очень сильные салафитские политические группы. Да? А в Кыргызстане у нас этого нет. Благодаря чему? Благодаря тому, что государство не является врагом для мусульманского населения. Да? У нас нет репрессий, у нас хиджаб не запрещают, да? У нас бороды не сбривают, как в Таджикистане, у нас в тюрьмы людей не сажают, а именно в тюрьмах происходит в наибольшей степени радикализация мирного населения. И вот что еще важно, у нас очень активный, так называемый прогрессивный и
пацифистские исламские группы, такие как вот турецкие, например, это Хизмет, Нурджулер, Сулейманчилер, и пацифистские, это вот индопакистанский Таблихи Джамат, Давачилер, да, вот они играют очень большую роль в оттягивании мирного населения мусульманского от политических целей, политических задач, да, то есть все вот эти группы, они аполитичны, да, у них нет цели как бы захватить власть, создать исламскую партию и так далее. И так как они многочисленны и популярны и разрешены, в отличие от всех наших соседей и России, благодаря этому именно у нас не формируется вот такой политичности. И это очень важно сохранить. Да? И вот в этом плане, мне кажется, роль Госкомиссии по делам религии, она очень важна. Я вот очень положительно отношусь как бы к реформам, которые произошли в Госкомиссии, и потому как Госкомиссия сейчас работает, да, и с религиозными институтами, с муфтиятом, и с правоохранительными органами, и с обществами в целом, особенно вот после 2013 года наблюдаются очень позитивные изменения. Да? То есть вообще Госкомиссия стала намного менее конфликтной и очень такой конструктивной в работе с этими сообществами. Да? И вот сейчас да, важно, чтобы была вот эта преемственность, и вот сохранилось это. И вот сейчас как бы я немножко озабочен вот этим новым законом, который предлагает Госкомиссия по делам религии, опять же, да, по запрету проповедования. Да? И мне кажется, что это очень негативно, опять же, скажется на тех практиках, мирных практиках, которые, наоборот, оттягивают религию. Это главный инструмент, который помогает нашему государству воздерживать, да, сохранять людей от радикализации. Да? И если мы это обрубим и запретим, да, то мы только откроем поле для более радикальных групп, которые будут призывать к политическому свержению. Поэтому вот эта вот либеральность и свободу и вот этих мирных групп очень важно сохранить. Теперь вот по вопросу как бы взгляда на политику, да, как религиозный человек. Да, я тоже абсолютно против вмешательства религии в политические дела. Ни к чему хорошему это не приведет. Посмотрите, как сейчас партии ругаются друг с другом в парламенте, да? А представьте, это еще будет как бы с религиозными аспектами, да? Это вообще будет ужас. Вот в исламе, я, конечно, не ученый, но я советовался как бы с учеными по этому вопросу. Да, я исследователь, то есть, ну, я не исламский ученый, как бы так скажем, да? Я не исламский ученый, у меня нет исламского образования, и поэтому такую четкую позицию мне дать. Но я советовался как бы с исламскими учеными, и я согласен с теми, которые говорят, что в исламе политика, она связана с наукой эсхатологии. Наука эсхатологии – это наука о конце света. Да? Это в котором, то есть пророк Мухаммад, он сделал серию как бы пророчеств, которые говорят о том, что будет происходить в конце света, и среди которых да, есть пророчество золотого века ислама. Да? То есть когда спустится Иса, пайгамбар, да, и опять же будет война будет происходить, и то есть, да, и там наступит в какой-то период, да, наступит такое время, когда всем миром будут править мусульмане. Да? То есть вот в этом контексте, да, но в современном контексте, в контексте нашего общества, да, вмешательство в политику не приведет ни к чему хорошему. Да? И вот единственное, что до происшествия вот этих пророческих событий, которые неизвестно, когда произойдут, да, вмешательство в политику не принесет ничего хорошего. Спасибо большое. Ну, мы сегодня очень продуктивно поговорили, я надеюсь. Тему мы, конечно, не исчерпали. Поэтому я не прощаюсь, а всего лишь говорю до свидания. Давайте собираться, обсуждать и более. Как бы, ну, тоже другие важные проблемы. Вот, Эмиль, вы упомянули о вот неком законе, да, где как-то вот регулироваться там, проповедническая деятельность. Может быть, давайте договоримся, круглый стол, может быть, да. Наш Центр политиковых исследований готов предоставить такую площадку, да, нейтральную, и обсудить и этот вопрос. А мы сегодняшнюю тему, дорогие телезрители, заканчиваем. Еще раз хотелось бы обратиться с тем, что мы должны оставаться терпимыми, толерантными, понимающими, глубоко изучать все, включая и религию, чтобы знать, да, уметь разговаривать
с верующими нашими согражданами, потому что кто они? Это наши коллеги, это наши соседи, это наши родственники, в ряде случаев это члены нашей семьи. Нам друг от друга все равно никуда не деться. Нам нужно просто понимать друг друга. И в этой ситуации я хотел бы обратиться именно к людям неверующим, к атеистам. Давайте будем мягче, давайте не будем нарушать вот какой-то баланс этими разными демотиваторами, коллажами, высмеивать людей только потому, что они одеты по-другому, что они ведут себя по-другому. Понимаете, потому что если речь идет о настоящей религии, таких людей нужно поддерживать, нужно поощрять. И более того, скажем так, даже не переходя в веру, может быть, у них даже чему-то учиться каким-то положительным вещам. Ну вот на этой ноте давайте мы закончим. Всех поздравим еще раз с недавним окончанием Великого Поста. Всем мира!